Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпку на песке на такую тему. Какой резкий поворот готовит вам сама судьба? Что в жизни вашей очень резко и неожиданно поменяется? И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и пусть песочек все покажет и все расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, также сердечно всех вас благодарю за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, что же нам показано? Огромный дельфин с левой стороны. Неожиданно кто-то в вас очень сильно влюбится. Видите, вот прям на хвосте стоит огромный дельфин. Влюбится человек, влюбится. И для вас это будет большой неожиданностью, что в вас влюбились. И для того, кто влюбится, тоже это станет большой неожиданностью. Вы все у меня разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. Кто-то в паре, кто-то в браке, кто-то сам по себе. Вот идет такой момент, что у вас влюбляются. Мне вот еще кажется, что эта влюбленность, она ведь не просто так. Здесь либо речь о настоящей чистой любви, либо у кого-то еще может отыграться момент, когда тот, кто в вас влюбится, начнет вам отчаянно помогать, вас в жизни поддерживать, решать какие-то ваши задачи, проблемы, вопросы. Когда человек любит и любит по-настоящему, он меньше всего думает о себе, он больше думает о том, кого он любит. Вот такая немножко даже жертвенная любовь. Я не могу сказать, что выйдет из этой любви, но я могу точно вам сказать, что вам это на благо. То есть это благо, что вас полюбят. Это благо, что этот человек свою любовь будет проявлять именно в том, что будет вам помогать. Может, вам действительно в сегодняшнем дне очень нужна чья-то посторонняя помощь. Высшие силы решили так. Судьба решила так. Дать вам помощь через любовь. Дальше, мои хорошие. Неожиданным поворотом для вас станет возможность исполнить свою давнюю мечту. Именно исполнить. Это не с неба упадет. Это именно возможность. И если прям взяться за эту возможность, над ней поработать, поколдовать, вложиться в нее, то мечта ваша исполнится. Мечты у вас разные, вы каждый о своем мечтал. Но то, что казалось невозможным и недоступным, оно приближается. По крайней мере, возможность вам откроется. И если вы не побоитесь, не поленитесь, поверьте, у вас все получится, и эта огромная звезда будет сиять для вас. Звезда — это мечта, это желание. Дальше, мои хорошие, резкий поворот заключается в какой-то неожиданной сделке. Здесь именно сделка показана. Вы с кем-то договариваетесь, бьете по рукам. Может быть, сделка купли-продажи, может быть, сделка, сотрудничества, может быть, что-то другое. Как документы какие-то будут подписаны. Либо устная договоренность, люди бьют по рукам. Так мне идет. Сделка очень выгодная и сделка, которая какие-то блага вам обещает и несет. Даже если вы этого не ждете, даже если вы этого не хотите, об этом не думали. Это идет к вам. Именно судьба так решила. Договариваться, кстати, будете с очень честным человеком, порядочным человеком. И этот человек не станет ни веревки с вас вить, ни торговаться до последней копейки. Даже, возможно, человек где-то рукой махнет и скажет: да ладно, давай так, давай как тебе лучше, Будете очень приятно удивлены. Сделка удачная. Тьфу-тьфу-тьфу, очень удачная. В нужном месте, в нужное время позволит оказаться вам судьба.
Вот там вы сами себя будете щипать потихонечку, а не сплю ли я, да, либо там на ногу себе наступать, проверяя там через болевой рефлекс. Не сон ли это, не мираж ли это, в очень нужное время, в очень правильном и нужном месте вы окажетесь. Ну, буквально сама судьба вас туда за руку приведет. Приведет и скажет: вот, пожалуйста, бери и пользуйся, либо получай. Что за место, не скажу, но у вас будет состояние пограничное, и вам будет казаться, что это сон, что это не может быть правдой, что не могло вам так повезти. Вот никогда не везло, а тут на тебе раз и повезло. Мужчина и женщина, вы разные, ситуации будут разные. Но вот ощущение нереальности, но все это будет на самом деле. В нужном месте, в нужное время вы точно окажетесь. Дальше. Судьба решила шанс дать какой-то паре, парам. Ну, должна отметить, что вы оба характерные, оба принципиальные и оба немножко взбалмошные. Не обижайтесь, пожалуйста, это так вас видит судьба. Люди, которые сами из-за каких-то обостренных чувств либо эмоций отказываются от своего счастья. Да, возможно, вы какое-то время общались, встречались, либо к друг другу присматривались, но, допустим, что-то вас не устраивает, и вы такая: все, не хочу. Либо какая-то размолвка между вами, и вы такая: все, не хочу. И мужчина такой: и я не хочу. Да ты мне не нужен, да ты мне не нужна. Да, вот как-то вы на пустом месте поссорились, да, вот в каких-то мелочах разошлись, из-за этого ссора произошла. Ну, либо женщина, да, там говорит: о, мужчина ко мне не подходит, значит, все. И я на него смотреть не буду. И мужчина такой: о, она от меня отвернулась, значит, она кого-то другого любит. Понимаете, и такое могло произойти. Но тут судьба решила дать вам шанс. Причем шанс достаточно серьезный, весомый. Судьба вас сведет, причем сведет на какой-то нейтральной территории. Не на вашей, не на территории партнера, какая-то нейтральная территория. Ну, допустим, вы такая: все, еду в отпуск, встречу там кого-нибудь, и мужчина такой: да, я тоже в отпуск кого-нибудь встречу. И приедете вы в одно место, либо, не знаю, там аэропорт, и вы друг друга встречаете. В общем, как-то будет интересно и смешно, и очень судьбоносно. Прям четко будет виднеться рука судьбы. Даже если вы скептики, даже если вы не верите в такие вещи, ну тут прям как бы другого ответа и не будет. Да? Сама судьба дает шанс на нейтральной территории. Может быть, у кого-то в гостях, не знаю, на даче, в ресторане, на каком-то мероприятии, на отдыхе, как я уже говорила. Да? Вот где-то там вы встретитесь еще раз. И тянуть будет очень сильно. Так сильно, что сложно будет сопротивляться. Хоть руки себе заламывай, все равно будет тянуть. И вас, и вашего партнера, да. Но судьба хочет, чтобы вы были вместе. Судьба видит вас парой. Судьба прям понимает, что вы созданы друг для друга. А вот тут не просто резкий поворот. Здесь забота. Это именно забота о вас. Судьба позаботится, как ласковая и любящая мама. С какой-то нежностью. У вас что-то не получалось, либо что-то не давалось. Как-то, вот знаете, куда-то не туда вы забрели, да, либо где-то заблудились, запутались. Вот так мне идет. А судьба буквально перед вами вот дорожку выложит. Вот иди по красным кирпичам, да, и ты точно дойдешь туда, куда тебе надо. Мне почему-то кажется, что это как-то связано с работой, с деньгами, с заработками. Вы не ищете шальных денег, вы не гоняете за горячими деньгами. Вы просто хотите честно работать и честно зарабатывать. Да? Чтобы вы честно зарабатывали, чтобы вам честно платили. И вот в поисках такой идеальной работы, либо такого идеального бизнеса вы действительно запутались, и вам действительно нужна помощь. И тут судьба себя именно проявит как любящая и заботливая мама. Выведет, подтолкнет, направит. Там указатели будут, точно не ошибетесь. Вот мне идет, что вы либо на том же месте, ну, при той же работе, но прибыль большую получаете, доход большой получаете, либо
вы глазом моргнуть не успеете, а вы уже какую-то другую совершенно должность занимаете, либо какой-то совершенно другой бизнес ведете, и у вас все получается, вы довольны, денежка капает, вы реализованы. Вот как-то так идет. Но опять же, это общая отсыпка. И вы все разные, у каждого будет, конечно, свой путь. Но судьба позаботится, именно как любящая мама позаботится. И еще показан момент, связан с отдыхом. Но тут с левой стороны. То ли у вас не та обстановка, чтобы думать об отдыхе, либо ехать на отдых. Может, очень хотите, но там, не знаю, финансы не позволяют, либо времени нет, либо отпуск вам не дают. И вы такая, ну, даже мечтать не буду. Ну, что себя расстраивать глупыми мечтами. Ну, либо да, попали вы в какой-то замес с проблемами, с неразрешенными ситуациями. Просто вот чисто физически не вырваться. Но судьба и тут вам поможет. Тут судьба вам какой-то отдых приготовила. У кого-то это будет пару дней, у кого-то это будет прям пару недель. Независящие от вас обстоятельства позволяют вам отдохнуть. И отдохнуть по-настоящему. Так, чтобы весь стресс вышел, вся вот эта регенерация прошла, чтобы вы полностью восстановились. И физическое здоровье, и ментальное здоровье. Но вот будет у вас такой отдых. Резко придет этот отдых. Может быть, вам там, не знаю, кто-то принесет супер горячую путевку, да, за смешные деньги. И еще и деньги эти у вас появятся. Вы такая, о, все сошлось, еду отдыхать. Может быть, предприятие, где вы работаете, там что-то произойдет, там пару дней будет закрыто, и людям дадут время просто побыть дома там, с сохранением оплаты. Вы сможете просто банально выспаться, выдохнуть все это напряжение. Все разные, у каждого будет по-своему, но судьба даст вам возможность именно отдохнуть и отдохнуть по-настоящему, так, чтобы прям на благо, чтобы здоровьице прибавилось. Ну и чтобы дурные мысли из головы ушли. И еще один резкий поворот связан с какой-то правдой. От вас то ли правду прятали, то ли тут секреты какие-то тайны были. Это касается не только вас, но еще каких-то людей. Может быть, они прятали любой ценой, пытались скрыть, либо там много людей замешано. Эта правда, она прорвется. Причем прорвется в самое неожиданное время, в самый неожиданный момент. И эта правда прям обрушится на людей. Не могу понять, что это, но вот обрушится как вода, как водопад. Да? Вот сверху вниз вода падает. Вот так правда придет. Многим это не понравится, но вы будете довольны. Вы за честность, вы за знания, а не за секреты и не за скрытые моменты. Вы не тот человек, который предпочитает сладкую ложь, а вы предпочитаете правду, такую, как она есть. Правда придет, раскроется. Да, конечно, можно было бы и полегче, но с другой стороны, что есть, то есть. Да, у нас же резко судьба любит все менять, перетасовывать колоду. У нее там и в рукаве кое-что имеется. Еще я вижу, что вы с кем-то будете обниматься. Ну, с кем-то, я так понимаю, знакомым, родным. Человек, которого вы не рассчитывали увидеть. Либо вы, в принципе, думали, что вы больше никогда не увидитесь и никогда не встретитесь. Тут буквально судьба этого человека возвращает в вашу жизнь либо на время, либо навсегда. Что вас связывало с этим человеком, я не могу сказать, потому что это общая отсыпка. Но явно у вас была какая-то связь. И явно вы друг другу не чужие. Потому что встреча у вас невероятно теплая, чуть ли там не со слезами на глазах. У кого-то прям будут слезы, да, слезы радости. Но потому что все, я не думала, что я тебя встречу. Я с тобой когда-то там навсегда попрощалась. Я вообще думала, что тебя больше нет. Да, у кого-то и такая встреча будет. Встреча очень сильно повлияет и на вас, и на того, на ту, с кем вы встретитесь. Но кто-то встретится с мужчиной, кто-то с женщиной. У каждого будет по-своему. Ну, вы же все разные. Но встреча точно будет. Когда меньше всего будете ждать, либо, может быть, у вас такое состояние будет, да, лишь бы никого не видеть.
Вот в этот момент произойдет эта встреча. На благо. С правой стороны точно на благо вам пойдет. Кому-то человек вернется навсегда, да, вот навсегда войдет в вашу жизнь. У кого-то на время, да, достаточно для того, чтобы наобщаться, и достаточно для того, чтобы потом поддерживать связь, поддерживать контакт. Такой добрый момент, светлый. Стрелка вверх. Кто-то пытался сломать эту стрелку. Ну, стрелка — это как ваша жизнь, это как ваше развитие. Здесь какой-то человек пытался обломать эту стрелку, там, не знаю, подгрызал, подпиливал, гнул в разные стороны. Такая потрепанная стрелка. Влияние, воздействие, противодействие по отношению к вам. Но как бы человек ни старался, ваша стрелка все равно показывает вверх. Еще мне идет, что тот, кто пытался вас погубить, об эту стрелку поранится. Какая-то как рана, травма. Есть такое выражение, что Бог шельму метит. В вашем случае судьба пометит шельму. И вы страшно удивитесь, когда поймете, кто пытался разрушить вашу жизнь, кто пытался остановить вас, кто пытался вам навредить. Как будто бы судьба решила все карты раскрыть. Ну, типа, смотри, да? А ты верила этому человеку, либо ты во всем полагался на этого человека. А зря, да? Этот человек вредил, вредительством занимался, не покладая рук, без устали занимался вредительством. У вас после этого случая очень многое поменяется. Поменяется в характере, поменяется в манерах и поменяется в привычках. Я не буду акцентировать, что конкретно, хотя я это чувствую, но с другой стороны, поверьте, это тоже на благо вам пойдет. Доверчивым и открытым людям очень тяжело порой приходится в нашем таком разнообразном мире. Ну, вы меняетесь к лучшему, вы взрослеете. Да, судьба хочет этого. Может быть, радикально, да, радикальными мерами, но, возможно, по-другому вы не согласны, либо по-другому вы не переключитесь. А на благо вам это пойдет. Это вас нисколечки не испортит. Наоборот, это вас усилит. Чтобы больше не было такого, чтобы не подпускали к себе так близко таких плохих людей. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.